И куда бы вы хотели поступить? Я бы хотела поступить на сестринское дело. Приемной комиссии многолюдно. Абитуриенты подают документы, заполняют заявления, консультируются с сотрудниками. Зачисление проходит на основе аттестатов, экзамены не требуются. Подход к обучению в этом колледже практикоориентированный для лучшего освоения учебного материала. Практику они проходят как на базе нашего учреждения, так и на базе профильных организаций, с которыми у нас заключены договора о сотрудничестве. В Ингушском медико-социальном колледже обучают по самым востребованным медицинским направлениям, таким как сестринское дело, фармация, стоматология. Среди тех, кто уже определился с выбором, Хади Плиева. Она решила поступать на сестринское дело. С детства мечтала связать свою жизнь с медициной. Среди всех предложенных мне вариантов я выбрала именно этот колледж, потому что было очень много положительных отзывов о педагогическом составе и о самом колледже. И ко всему этому для меня очень удобно само местоположение этого колледжа, потому что я недалеко живу отсюда. В колледже обучают не только медиков. Популярностью пользуются и такие направления, как информационные системы и программирование, преподавание в начальных классах, переработка нефти и газа, право и судебное администрирование. Магомед Алагаев уже окончил первый курс направления информационные системы и программирование. Говорит, что очень рад, что поступил именно в этот колледж. Атмосфера здесь очень дружелюбная. Здесь мне очень приятно, учителя сразу подсказывают, помогают, как могут. И тут у тебя нет каких-то проблем, связанных с непониманием какого-то предмета. Если у тебя есть вопрос по какому-то предмету или какой-то задаче, тебе просто объяснят. Колледж оснащен всем необходимым для комфортной учебы оборудованием. В этом году полностью обновлены лаборатории практического обучения. Также у нас появились симуляционные классы, что позволяет нам готовить наших обучающихся на уровне современных стандартов. В Ингушском медико-социальном колледже при необходимости предусмотрена гибкая система оплаты. Не всегда бывает возможность, например, оплатить вовремя, там тоже есть какие-то отсрочки. Всегда руководство идет навстречу. В колледже продолжают расширять учебную базу, поэтому здесь готовы принять команду преподавателей. Мы готовы принять на работу преподавателей общеобразовательных и профильных дисциплин со стажем работы не менее 3 лет, которые готовы делиться своими знаниями и опытом с нашими слушателями. Приемная кампания в Ингушском медико-социальном колледже продлится до конца августа, так что у выпускников еще есть шанс поступить сюда и получить востребованную профессию. Мария Амбата, Султан Магушков, Магаз 24.